Один человек погиб при пожаре в многоквартирном жилом доме в селе Бердигистях Горного района. Об этом сообщает прокуратура Якутии. В результате возгорания дом уничтожен огнем полностью. Предварительно погиб один человек. Причины пожара устанавливаются. По данному факту прокуратурой Якутии организована проверка. Взяты на контроль вопросы обеспечения жилищных прав пострадавших, а также результаты процессуальной проверки правоохранительных органов. Пожар произошел в 11-квартирном жилом доме. Площадь пожара составила 288 квадратных метров. К моменту прибытия пожарного отряда горела кровля и 2 квартиры. Отмечается, что для проживающих развернут пункт временного размещения на 40 человек в спортзале села. Один человек погиб при обрушении в кооперативном гараже в Нерюнгри. По информации пресс-службы МВД Якутии, местные жители сообщали о хлопке и последующем возгорании в гаражном комплексе. Произошло обрушение конструкции 2 гаражей. В результате пожара огнем поврежден автомобиль и домашнее имущество внутри одного из гаражей. К сожалению, один человек погиб, сообщает МЧС. На ликвидации происшествия были задействованы 17 человек личного состава и 5 единиц техники. Для установления обстоятельств происшествия на месте работает дознаватель МЧС России. Спасатели эвакуировали рабочего, зависшего на высоте при установке водостока в Якутске. Сотрудники службы спасения помогли рабочему, который завис на веревке под крышей жилого дома. Спасатели сообщают, что поступила информация о том, что под крышей 3-этажного дома по улице Дзержинского на веревке висит человек. Дежурная смена спасателей выехала к месту происшествия. Выяснилось, что работники вешали трубу водостока. Один из них спускался на веревке и, не имея должной подготовки, завис. При помощи альпинистского снаряжения мужчина был эвакуирован. Запрещенное вещество, замешав с какао, пытались передать осужденному в исправительной колонии номер 7 в республике. По информации УФСИН Якутии, в продуктовой передаче обнаружен полиэтиленовый пакет, внутри которого находилось какао, смешанное с дрожжами, общим весом около 400 граммов. Передача была привезена мужчиной по просьбе супруги одного из осужденных. По данному факту составлен протокол об административном правонарушении. 19-летний житель Алданского района подозревается в краже денег у своей матери. Пострадавшая женщина сообщила полицейским о краже 25 тысяч рублей с ее банковского счета. По результатам расследования установлено, что к краже причастен сын потерпевшей, 19-летний безработный, ранее уже судимый за имущественное преступление. Выяснилось, что он временно проживал у матери и, улучив удобный момент, завладел ее мобильным телефоном. Зная пароль от приложения онлайн-банка, он украл деньги с банковского счета матери. По словам подозреваемого, украденные деньги он потратил на онлайн-ставки в букмекерской конторе. В его отношении возбуждено уголовное дело. Якутянин осужден за незаконное культивирование конопли и хранение наркотических средств в крупном размере. МВД региона сообщает, что следователи собрали достаточно доказательств против 43-летнего жителя Нерюнгри. Установлено, что обвиняемый нашел на окраине города пакет, в котором находились одноразовые медицинские шприцы с наркотическим средством, гашишным маслом и марихуаной, а также 20 семян дикорастущей конопли. Приобретенные наркотические средства фигурант хранил у себя дома и регулярно употреблял. Кроме того, оборудовав в своей квартире комнату, злоумышленник создал условия для выращивания наркосодержащего растения и незаконно культивировал коноплю для последующего потребления. В ходе обыска в квартиру подозреваемого оперативники изъяли более 74 граммов гашишного масла, 20 кустов конопли и приспособления для употребления наркотиков. Мужчина полностью признал вину в совершении данных преступлений. По приговору суда ему назначено наказание в виде 4,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года. Во Владимирской области сотрудники МВД нашли живым 7-летнего Василия Роговцева, пропавшего 2 месяца назад. Видео операции по спасению ребенка опубликовал в пятницу Следственный комитет России. Первоклассник исчез 28 сентября. После уроков он приехал на школьном автобусе в поселок Горки Камешковского района, но до своего дома так и не дошел. Масштабные поиски ребенка не принесли результата. 20 ноября стало известно, что все это время он находился в соседней деревне Макариха, расположенной примерно в 20 километрах от Горок, где его незаконно удерживал в своем доме местный житель. Ранее несудимый подозреваемый, 26-летний Дмитрий Копылов, арестован. Ему предъявлены обвинения в похищении человека и насильственных действиях сексуального характера. По словам отца Савелия Роговцева, ни мальчик, ни его родные не были знакомы с похитителем. Несколько изданий написали, что у злоумышленника были проблемы с психическим здоровьем. В МВД сообщили, что найти первоклассника удалось благодаря коллегам из Интерпола. Они получили информацию о публикациях в теневом сегменте интернета, в которых сообщалось о мужчине, удерживающем у себя дома маленького мальчика.